Уважаемые родные и близкие покойного, уважаемые присутствующие, ушел из жизни великий сын чувашского народа, выдающийся российский ученый, мыслитель, гуманист, педагог Геннадий Никандрович Волков. За свою жизнь Геннадий Никандрович прошел большой путь от учителя сельской школы до выдающегося ученого, доктора педагогических наук, профессора, академика Российской академии образования. Он стал основателем крупного направления в гуманитарной науке, стал основателем науки этнопедагогики. Слово предоставляется председателю Кабинета министров Чувашской Республики Нине Владимировне Суслоновой. Уважаемые родственники, уважаемые присутствующие, сегодня наша республика, наш народ
понесли очень большую утрату. Мы с вами прощаемся с патриархом нашего народа, нашей республики, нашей страны. Это гордость нашего народа Геннадий Николаевич Волков, которого знают не только на территории нашей республики, Приволжского федерального округа, нашего государства. Имя его известно далеко за пределами нашей страны. Это мировая легенда в образовании, воспитании, педагогике. Он явился основоположником нового направления этнопедагогики, которому посвятил свою научную деятельность, подготовил плеяду достойных учеников и явился примером, прежде всего, служения своей родине, людям, своим ученикам, тому делу, которому он отдал всю свою жизнь. Это пример, прежде всего, для нас, живущих сегодня, пример для молодого поколения, людей, которые приходят в эту жизнь, которым нужно на кого-то равняться, определять ориентиры. Как сказал академик Лихачев, его миссия воспитания, образования, назвал его продолжителем дела Ивана Яковлева, Никиты Печурина в нашем государстве и в нашей республике. Служение и самое главное и при жизни, и сегодня награда – это то, что Геннадий Николаевич являлся почетным гражданином Чувашской республики. Это наш золотой фонд, плеяда деятелей и науки, и образования сегодня мирового масштаба. Очень тяжело говорить, поскольку такие люди, как говорил сам Геннадий Николаевич, не уходят. Как он говорил, смерти нет, есть любовь и память в сердце. И память о нем, она навсегда останется в наших сердцах. Дело его всегда будет жить и будет продолжаться, потому что люди такого масштаба, они не уходят. Они всегда с нами, они в делах, в нашей жизни, они рядом, они помогают и подсказывают нам, как нужно правильно жить, какие нужно принимать решения для того, чтобы не просто пройти эту жизнь на этой земле, а оставить след, оставить эту память в душах и сердцах последующих грядущих поколений. Я выражаю от имени президента Чувашской Республики, правительства Чувашской Республики слова соболезнования, прежде всего родным, близким. Вам сейчас тяжелее, чем всем остальным. Вам нужно перенести эту утрату, но знайте, что мы с вами в этот скорбный час. Мы всегда готовы прийти вам на помощь, поддержать, всегда готовы помочь. Но самое главное – это то, что сделал Геннадий Николаевич. Это та база, тот фундамент, на котором мы все с вами вместе еще долго будем существовать, продолжать его дело, работать, совершенствовать его, потому что нет ничего важнее в жизни двух слов – воспитание, чем он занимался, и образование. А воспитание, как он говорил, это очень просто. Это пример и любовь. Вот эта любовь к родной земле, к своему народу, к жизни. Это есть главное, что было присуще этому человеку огромного звездного масштаба. Вечная вам память. Простите нас за все, Геннадий Николаевич. Мы будем верны вам и продолжать начатое вами дело.
значительная часть творческой и научной биографии Геннадия Никандровича Волкова связана с Чувашским государственным педагогическим университетом имени Ивана Яковлевича Яковлева. Слово предоставляется ректору Григорьеву Георгию Николаевичу. Хизепле Енгешсен, уважаемые родные и близкие покойного, уважаемые присутствующие, потеряла педагогическая общественность нашей Чувашской республики, России, можно с уверенностью сказать, всего сообщества мирового, человека, который имеет мировой уровень. Мы люди, мы его ученики, продолжатели его дел, помним его и будем всегда помнить тем, что он является мудрым учителем, он является человеком энциклопедической ширины. Он подготовил не одно поколение, я подчеркиваю, не одно поколение учителей, педагогов, научных работников, более 80 докторов наук и кандидатов наук он подготовил для всей нашей России, не только для Чувашской республики. Мы всегда поражались и поражаемся его работоспособностью. И многие аспиранты, докторанты брали его в пример, его работоспособность. А как человек, как ученый, конечно же, он является для любого ученого, стоящего здесь, знающего его как эталон. Человек большой души, огромного сердца, его хватало всем. И его можно видеть было везде, не только в нашем вузе. Он был самым востребованным ученым-академиком. Его лекции, его беседы, круглые столы проводились не только в педагогическом вузе, но и в других вузах. Я бы сказал, даже далеких от педагогики вузах. Он никому не отказывал. Его тембр его голоса, его очарование сразу захватывало всю аудиторию. И каждый слушатель проникал с большим доверием. Ему нельзя было не верить, потому что он всегда говорил правду и призывал к тому, чтобы быть всегда честным, прежде всего, самим собой. Он готовил высококвалифицированных специалистов, я уже говорил, для всей России. Не берег он себя, дорогой Геннадий Никандрович, только этим жарким летом он полетел своим ученикам в Якутию. И осенью он полетел в Калмыкию, в Казахстан. И за 2 недели, но и в другие республики он выезжал, я не буду все перечислять, только просто хотелось бы напомнить о том, что последние 2 недели до его кончины он посетил свою деревню, где он родился, где его дом. Он рассказывал, как он общался с детьми, школьниками и получил дополнительный заряд, он вот так сказал, дополнительный заряд для дальнейшей деятельности. Он планировал очень много. И детищем, конечно же, явилось для него и для нас то, что мы открыли по его инициативе, по решению ученого совета нашего вуза, научно-исследовательский институт. Напоминаю, не потому, чтобы объединять только своих учеников, а объединять всех тех, кто думал, кто был убежден в том, что этнопедагогика является большим орудием, является основанием для воспитания подрастающих поколений. И он
с такой любовью относился к сельским детям. Он говорил, что самые выдающиеся люди выходят из деревни. Это он вот подчеркивал всегда. Потому что они более приспособлены к жизненным обстоятельствам. Но говорить о нем, конечно, можно много. И скажут о нем его воспитанники, его ученые, которые он подготовил в своих трудах. Геннадий Николаевич останется в памяти каждого, кто его знал. Его научные труды по этнопедагогике останутся на века востребованными. Мы, педагогический университет и все педагогическое сообщество, глубоко скорбим, и нам не верится, что мог уйти из жизни такой мудрый, такой огромный ученый, такой великолепный человек. Мы будем продолжать его работу, самое главное, продолжать будут его труды, его идеи развивать будут его аспиранты, его докторанты, его знающие, его учащиеся. Царствие ему небесному. Соболезнования родным и близким Геннадия Никандровича и всему чувашскому народу поступили из разных субъектов Российской Федерации. Телеграмма с соболезнованием поступила из Института теории и истории педагогики Российской Академии Образования, а также из Министерств образования и педагогической общественности республик Саха-Якутия, Хакасия, Чеченская республика, Республика Тыва, Республика Башкортостан, из Таджикистана, Казахстана. Ушел из мира отец этнопедагогики, человек щедрой и доброй души, воспитавший целую плеяду педагогов страны. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, говорится в телеграммах. Слово предоставляется ветерану педагогического труда, соратнику и другу Геннадия Никандровича Дмитрию Егоровичу Егорову. Дорогие Волковы, дети, родные Геннадия Николаевича Волкова, дорогие товарищи, друзья, пришедшие прощаться с великим человеком нашей страны. Конечно, мне тяжелее всех провожать Геннадия Николаевича на тот свет, потому что он моложе меня. Хоронить человека, который моложе тебя, всегда тяжело, всегда непросто. Но Геннадий Николаевич должен был еще жить долго. В декабре месяце он приехал в Чебоксары, не было дня, чтобы мы с ним не говорили по телефону. Или я к нему позвоню, или он ко мне позвонит. Ну, о смерти не думал. Я ему всегда говорил, не надо думать о смерти. Мне через 13 лет будет 100 лет, я о смерти не думаю. Давай будем жить вместе, тянись со мной. Чувствовал, конечно, себя не всегда хорошо. Я ему в прошлое воскресенье принес лекарства. Таблетки, не прошлое воскресенье, это пятницу. Звоню ему, я достал тебе лекарства. Принести? Нет, говорит, я приду, Петя Институт сам. Не пришел, а оставил, говорит, лекарства секретарю приемной ректора. Я пошел в приемную ректора, Марину Петровну оставил. Геннадий Николаевич обещал, в понедельник я утром уйду, возьму лекарство у Марины Петровны, у секретаря приемной. Но в понедельник его не стало. Лекарство лежит
у приемной нашего ректора. Оно не дошло до Геннадия Николаевича Волкова, потому что он не успел. Я с ним разговаривал неоднократно, о смерти никогда он не говорил. Ходил так терпимо, даже на юбилей книжного царства пошел и хорошо там выступил. Тут есть свидетели, могут подтвердить. Конечно, знаю я его очень давно. Мы с Феизовым, теперь профессор, доктор философских наук, университет имени Ульянова, училище в Казанском пединституте. Я после войны туда поступил. Геннадий Николаевич Волков учился в аспирантуре у профессора Горохова. После этого он стал кандидатом наук. А мы тоже, так сказать, потянулись. Феизов стал доктором, профессором. Я с помощью Геннадия Николаевича Волкова стал кандидатом педагогических наук. Защита прошла в Московском пединституте имени Ленина. Конечно, удивительно честный человек. Любил свой народ, свою республику. Работал в педуниверситете, пединституте, но обстоятельства сложились так, что находился в одно время он в опале и вынужден был уехать из Чувашии. Москва его приняла торжественно, устроили на работу его института ветеранов школ Министерства просвещения Федерации. Мы неоднократно представляли его к избранию члена-корреспондентом Академии педнаук, но почему-то дело не проходило. Когда он приехал жить в Москву, мы решили на кафедре педагогики, Иван Владимирович Павлов, он и сейчас работает, давайте выделим мы Геннадия Николаевича не членкором, давайте выделим сразу действительным членом. Иван Владимирович пошел на совет института, внес предложение, ученые пединститута поддержали, и мы его представили к избранию действительным членом Академии педагогических наук. Он стал таким академиком. Оправдывал не только доверие Академии, оправдывал доверие наших ученых, нашего руководителя нашей республики. Ну что же, он знаменит тем, что подготовил огромное количество ученых. Вы знаете, ученые не только из Чувашии, кандидатами, докторами стали с его помощью представители 22 национальностей нашей России. Во всех уголках нашей страны знали Волкова, читали его произведения, а мы гордились своим ученым, этим замечательным человеком. Отличный преподаватель, замечательный человек, честный, преданный, откровенный, открытый. Он, конечно, всегда останется в наших сердцах. Приехала дочь, которая получила звание доктора психологических наук, живет в Москве. Приехали многие представители и других областей, и других городов нашей республики. Везде у него есть друзья, везде его чествовали, присваивали ему почетные звания. Конечно, Геннадий Николаевич должен был жить. Он не думал о смерти, хотя чувствовал себя неважно. Но неожиданно 27 числа ему стало плохо, и он попрощался с нами. Мы будем его помнить, мы будем его любить до тех пор, пока мы живы. Я обращаюсь к вам, дорогие товарищи. Берегите себя, берегите своих друзей. Человек не должен рано умирать. Человек должен жить не менее 100 лет. К этому надо стремиться каждому. Геннадий Николаевич, дорогой, любимый, прощай. Шамал буду топру, ханья буду его. Слова соболезнования родным и близким Геннадия Никандровича Волкова.
и всему чувашскому народу прибыл выразить профессор Чеченского государственного университета Шавади Арсалиев. Уважаемые, близкие, родные, присутствующие, я думаю, что для Геннадия Николаевича вся Чувашия является родными, близкими. Почему? Потому что мне в жизни повезло. Последние 20 лет я с Геннадием Николаевичем общался близко. Он всегда говорил о Чувашии, о Чувашской республике, о людях, какие они простые, какие они добрые, как они умеют любить, и какие они преданные. Ему очень тяжело было, конечно, но судьба так сложилась, он уехал из республики, но он всегда тосковал по Чувашии. А сегодня так получилось, что многие его ученики не присутствуют здесь, но я знаю, что они все с вами, дорогие близкие, просто из-за природных условий. Многие не добрались, они в дороге, все только можно ехать через Москву, но они все звонят, скорбят. Не только ученики скорбят, скорбят их семьи, они с вами. Геннадий Николаевич, я знаю по себе, он всю боль, все проблемы, которые возникали у его учеников, он пропускал все через себя. Как вы знаете, одному человеку, конечно, все это выдержать очень трудно. Были очень трудные времена, 90-е годы для Чеченской Республики. Все вы это знаете. Геннадий Николаевич был противником того, что происходило там. Он всегда выступал, и вы это все знаете, и в прессе, и в телевидении, где бы он ни находился, он всегда был с чеченским народом. Он даже, я просто, вы не подумайте по-другому, но когда была перепись в 90-е годы, он даже в знак протеста, то, что происходило в Чеченской Республике, в знак солидарности чеченскому народу, он в переписи, наверное, здесь и Тамара помнит, он, наверное, говорил, он тогда просто записался чеченцем. А Гене сыну сказал, ты, говорит, запиши чувашем, я, говорит, в солидарности запишусь чеченцем. Геннадий Николаевич всегда говорил, он очень добрый был, вы это знаете, живите хорошо. Это его всегда слова. Дружно, любите друг друга. Он это говорил всем своим ученикам. Я думаю, что мы, ученики Геннадия Николаевича, теперь больше должны сплотиться и развивать, продолжить его дело, развивать его идеи, быть вместе, встречаться почаще, проводить научно-практические конференции, встречи и Чувашской республики, и других регионов. Не только в нашей стране, в России, и в других уже странах. Мы будем помнить всегда Геннадия Николаевича. Нам очень тяжело. Постараемся быть достойными Геннадия Николаевича. Если что-то не так, мы, конечно, доставляли вам и хлопот много.
вы нас простите. Мы постараемся быть достойными. С родины Геннадия Никандровича Волкова, уроженца Яльчикского района Чувашской республики, прибыли его земляки. Глава Яльчикского района Роза Николаевна Молодова. Уважаемые родственники, близкие друзья и соотечественники, сегодня мы провожаем последний путь великого чувашского народа с рожденной землей Яльчикского района. Свои долгие годы жизни Геннадий Никандрович проживал вне территории этой чувашской земли. Но тем не менее, он всегда говорил только на родном, чистом чувашском языке. Поэтому, отдавая дань, последнюю дань его любви к родному народу, к родному языку, разрешите на слова прощания сказать на чувашском языке. Геннадий Никандрович, чуваш халгин чапла, паргадарлы, ударулы, бити бызык хизибити вишле, ондарда тлараху, халк чуваш халкне, туан халка юрадыган, ырыкымылы, това виене, чуваш шержир мала, заландарза будыр десе, тырышсай шледнешин. Бұл това виене чудан мада юрадачы, оның самагызым, шақсамақсын яланы хасратрачы, това виене былчик де тудыла. Тывангенен тузанди была птичья. Вот чуваш хал ялных маллада ладно задержача. Шак смахсине галачил. Малла булзанда тавалла дичи. Геннадий Никандрович был знахта. Он байбер ечек районя чахмар. Педим чуваш республик чуваш шерживы мухтанай. Унан эжи хелибе, унан яджибе, чуваш шерживиде, чуваш халахиде, чуваш шергиде, бумайшая. Шеклинче дизагалашнибе. Шамбаданде пагибун кизет бетованизм изеранчахмар курланатыр. Сикбе берлеппедем чуваш республики халыге курланат на железернак меньше республика Рабулманда будет дизагалашни. Геннадий Никандрович шекели волмишанда, он яжик шанда асран духами. Волкаин гуще, хойне меренче биде бузак ыра верховариче. Ыра яд, ыра шелмишанда все еще волмас. Ыры бада даврнатище. Шарбаданде енченде чуваш халыге ечик районче бурнаганче зем концентрации крендерни бузан езы перекачар. Турда зирекачарды астру тура. Силы паргадарлы жерзен шутайсы шуди бачалык разире ыры западыр. Силын тупрар ливын тупрар шумы булды. Лопка их бачивары езы берин азамар ялынық болар. Кажары берин. Слово предоставляется брату покойного Анатолию Никандровичу Волкову. Уважаемые товарищи, мы сегодня прощаемся с старейшиной нашего рода, которого мы все любили и старались быть похожими на него, потому что он всегда для всех нас был образцом и примером для подражания. Он в нашей семье был старшим. Старшим всегда тяжелее, потому что они идут впереди, прокладывают дорогу, ведя за собой младших, и всю тяжесть пути берут на себя. Я многим, чего добился в жизни в этой и в науке, обязан старшему брату. Он всегда помогал в жизни, поддерживал вовремя сказанным добрым словом, с различными оригинальными научными идеями, советом. Он любил вас, всех. Спасибо за то, что вы пришли сегодня. И спасибо за то, что вы всегда ему отвечали взаимностью. Спасибо вам.
родные и близкие Геннадия Никандровича, уважаемые присутствующие. Жизнь человека, сколь долгой бы она ни была, всегда обрывается трагически и безвременно. И трудно подобрать слова, чтобы выразить ту душевную скорбь от расставания с близким человеком навечно. Светлая память о великом сыне чувашского народа Геннадии Никандровиче Волкове останется в наших сердцах, покуда они будут биться, а его идеи останутся в его трудах навсегда. Разрешите траурный митинг считать закрытым. Похороны Геннадия Никандровича Волкова состоятся на Карачуринском кладбище. Автобусы находятся у здания филармонии. Вынос тела в 12 часов 15 минут. Для тех, кто не имеет возможности поехать на кладбище, можно попрощаться здесь, в здании филармонии. Поминальный обед состоится в 15 часов по адресу улица Пирогова, дом 25, в столовой 3-го учебного корпуса Чувашского педагогического университета. Геннадий Никандрович Волков будет захоронен на Ишлейском кладбище.
решать.